Не профессия, а призвание. Сложно подсчитать уже, скольким детям Мадина Яхьяевна привила любовь к истории, скольким дала дорогу в жизнь. Как и 45 лет назад, когда она только начинала преподавать, каждому своему уроку готовится основательно, чтобы дети знали на зубок каждую тему. Командующий наемной испанской армии герцог Альба очень жестоко расправлялся с... Мама пророчила ей медицину, однако ближе была история, любовь к которой привили учителя. Отучилась в школе, закончила вуз и сразу же вышла работать историком. Любовь к своим учителям, особенно любовь к учителю именно истории, к уроку литературы, она привела меня к мысли, что профессия учителя – это благородная, красивая профессия. Вот так я решила поступить именно в Чечено-Ингушский государственный университет на исторический факультет. И я в лицее уже 25 лет работаю учителем истории и была замдиректора по научно-методической работе 21 год. Главное – вызвать у ребят интерес. Для этого, признается Мадина Яхьяевна, и самому приходится постоянно учиться и искать новые подходы. Блеск в глазах детей – главная мотивация для дальнейшей работы. Я очень большое внимание в своей работе уделяю исследовательской работе. Я и сейчас, вот я работаю в среднем звене, проектная работа, творческий подход к этой работе, проведение всех внеклассных мероприятий, ни одну красную дату календаря, касается ли это истории моей любимой родной Ингушетии или касается это истории России. Учитель высшей категории, заслуженный учитель России и Ингушетии, почетный работник общего образования страны, кавалер ордена за заслуги. В ее послужном списке немало регалий, однако главная награда для нее – это благодарные ученики. Старается объяснять тему как можно понятнее, чтобы каждый вчитался в эту тему и нормально изучил ее. На каждом уроке она старается ставить нам презентации, доклады, очень интересно объясняет, пытается объяснять тему намного интереснее и понятнее, чем в учебнике. Она ведет у нас уроки с 7 класса. Она очень хороший учитель. Еще в младших классах она у нас вела историю Ингушетии. У нее всегда бывают интересные уроки, она лучший учитель истории. Надеюсь, она будет у нас до 11 класса. Настолько тебе дорого то, что ты делаешь, то, чем ты занимаешься, что я очень счастлива от того, что я выбрала именно эту профессию. И хочу сказать огромное спасибо моим ученикам, детям, которые дарили мне и дарят сегодня тепло своих сердец. Они вдохновляют, они меня делают молодой все время. Мадина Яхьяевна не только хороший педагог, но и верный наставник и товарищ. Коллеги, которые трудятся с ней бок о бок, благодарны ей не меньше учеников. Мадина Яхьяевна Цилоева с нами работает очень давно, лет 20 мы с ней уже работаем вместе. За время нашей работы Мадина Яхьяевна себя показала очень чистым, добродушным, добрым, отзывчивым человеком, прекрасным педагогом. Она является заслуженным учителем, почетным работником. Помимо всего этого, Мадина Яхьяевна прекрасный коллега и товарищ, который может в любое время отозваться. Этот год объявлен президентом страны годом педагога и наставника. И именно Мадине Яхьяевне досталась честь дать ему старт в Ингушетии вместе с председателем правительства. Дорогие друзья, можно считать год педагога и наставника у нас в республике официально открытым. С чем мы вас поздравляем, друзья! Времени на отдых у Мадины Цилоевой нет. Этот год обещает быть насыщенным на события для нее и ее коллег. Уже сейчас педагог готовится представить Ингушетию в качестве спикера на всероссийском конкурсе «Школы героев», приуроченном 80-летию Сталинградской битвы. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Новости 24.